Основная функция, с помощью которой мы будем округлять числа, это функция округл. Она позволяет нам взять любое число и округлить его до нужного количества знаков после запятой. Пишу равно округл, указываю значение для округления, его мы будем подставлять из ячейки А9, ставлю точку с запятой и указываю количество знаков, которое должно у нас остаться. Давайте укажем два знака. Закрываю скобку, нажимаю на ввод и получаю результат. Мы произвели округление и мы видим два знака после запятой, как мы и попросили. Давайте протянем эту формулу на одну ячейку вниз и посмотрим, что у нас происходит здесь. В этом случае у нас значение должно по математическим правилам округляться вверх, а не вниз, и так и произошло. Если на предыдущем примере мы округлили, просто отбросив лишнее, то здесь мы вот эту третью шестерку отбросили, но предыдущую превратили в семерку, то есть округлили вверх. Так нам предписывают поступать математические правила, и так работает функция округл. Интересная особенность функции округл – это возможность указать количество знаков после запятой в виде отрицательного значения, превращая двойку в минус 2, и округление произошло для двух знаков до запятой. Все, что было после запятой, просто отбросилось, а два знака до запятой округлились по математическим правилам. Если математические правила нас не устраивают, мы хотим пойти своим собственным путем, на этот случай у нас есть две функции. Округл вверх, которая позволяет всегда округлять вверх, независимо от математических правил, и округл вниз, которая делает обратное, то есть округляет всегда к меньшему значению. Давайте их проверим. Пишу равно округл вверх, указываем значение, которое планируем округлять, и ставим, что знаков после запятой у нас будет 2. Закрываю скобку, нажимаю на ввод, и результат мы можем сравнить с самым первым значением, где округление происходило по математическим правилам. Мы получили два знака после запятой 33. Здесь мы получаем два знака после запятой 34, так как функция округл вверх всегда приводит значение к большему, несмотря на математические правила. Функция округл вниз поступает обратно. Пишу равно округл вниз, указываю значение для округления и количество знаков после запятой и получаю результат. Вместо того, чтобы после запятой получить 67 в соответствии с математическими правилами, мы получаем 66, потому что функция округл вниз всегда округляет к меньшему значению.